Здравствуйте, меня зовут Валентина Иннокентьевна Федорова. Я инвалид по слуху, слабослышащая. Работаю воспитателем в школе-интернате для глухих детей в городе Якутске, Республика Саха-Якутия. Я человек с активной жизненной позицией, работала волонтером на СВО, ухаживала за ранеными российскими военнослужащими. В нашей школе с мая 2023 года продолжается скандал, связанным с жестоким обращением к глухим детям нашего интерната. Есть видеозаписи учащихся, на которых они жалуются на языке жестов, на побои и издевательства. Но администрация школы пытается скрыть эти факты. Отдельные педагоги школы оказывают воздействие на детей и их родителей, цинично манипулируют их сознанием, пытаясь скрыть факты жестокого обращения с детьми-инвалидами. Как человек честный и справедливый, я не могла оставаться в стороне, когда систематически истязают детей-инвалидов. Я являюсь опекуном девушки-сироты-инвалида по слуху Валентины Заиграевой. Пожалев маленькую русскую девочку, которая подвергалась побоям и издевательствам со стороны педагогов школы, я оформила над ней опекунство. Один учащийся 11 класса еще летом 2023 года записал видеообращение и опубликовал его в интернет-издании, где жаловался на плохое питание, на грубое и жестокое отношение к себе со стороны учителей. Позже он записал еще несколько видеообращений и направил заявление в прокуратуру и Следственный комитет, которых назвал имена жестоких педагогов. Не выдержав морально-психологического давления в школе, он несколько раз убегал из школы-интерната. В школе юноше угрожали тюремным заключением, если он не подпишет бумаги, что отказывается от своих прежних показаний. В декабре прошлого года он уехал в свой родной город Нернгли и планирует обучаться дистанционно. Сейчас на юноше оказывают давление, и он боится говорить правду. Куда только мы не обращались, но до сих пор ничего не решается. Мы писали 3 обращения на имя главы республики Айсена Николаева, несколько заявлений в различные ведомства, прокуратуру и Следственный комитет, несколько писем депутатам республики и Госдумы. Но администрация школы-интерната продолжала и до сих пор продолжает оказывать давление на учащихся. Министерство образования Якутии бездействует. Министр образования Ниргуна Соколова демонстрирует равнодушие к бедам детей-инвалидов. Власти Республики Саха-Якутия не предпринимают конкретных мер для того, чтобы положить конец этому беззаконию. Администрация школы-интерната устроила травлю на нас, честных педагогов. Различные школьные комиссии выносят незаконные решения для увольнения нас с работы. Так, в октябре 2023 года уволили одну учительницу, которая встала на защиту глухих детей, но она через суд восстановилась на работе. Сейчас меня тоже хотят уволить с работы за мою честность и принципиальность. Мы обращаемся к общественности России и федеральным органам власти за поддержкой и помощью.